Информационная программа «Вести Кудым Карвилиштиангат» студиян Ирина Батуева, Бур Рыд таун выпускан. Гаинский район Змеяез, качем шогни аваянам. Челядь мычал на Кужем, с Кудымкарский район велочище сполначувались сервинские зори. Ашин яблочный спас, качем урожай того шогмис вежалунке же. Зерес каднатаво волиса уна, чуштиса выткот шоггез. Гаинский район ашниса бура чувствует на Змеяез. Ниату езвыла да огоречен веклатына бытты асланыс гортын, но олище спонда это уджит проблема. От шока Светлана Губина оправится не скоро. По дороге на работу возле тротуара увидела огромную змею. На этот раз неожиданная встреча закончилась без последствий. Женщина закричала, а змея уползла. На тротуаре впереди себя, наверное, в метрах 5 от себя увидела змею. Она была примерно такого размера, черная. А вот семье Степановых повезло меньше. Змея укусила единственную корову. Животное спасти не удалось. Это наша кормилица, можно сказать, была. Мы на этом жили. О молоке, сметана, творог, все же свое было. В этом году, по словам ветеринаров, змеи атакуют домашних животных. Случаи за последнее время участились. В поселок забираются как безобидные медянки, так и ядовитые черные гадюки, длина которых может быть до метра. Взрослые особи черного цвета, а молодые имеют серовато-коричневый окрас с коричневым зигзагом на спине. В этом году были укусы собак в окраине населенного пункта. Также были замечены змеи в самом населенном пункте и в других населенных пунктах района. Также крупного рогатого скота были укусы. Присмыкающиеся сейчас атакуют поселки Кибраты, Аныл, Шордень и сам поселок Гайны. В населенных пунктах стало так же опасно, как и в лесах. По словам местных жителей, правый берег Камы, на котором располагается поселок Гайны, в это время года считается особо опасным местом, так как змеи появляются именно отсюда, они переплывают с другого берега Камы. В районной больнице говорят, что змеи активизировались с прошлого года. Тогда пострадало 10 человек. В срочном порядке всех отвозили на лечение в Перми. Укус черной гадюки крайне токсичен и может привести к летальному исходу. В домашних условиях лечиться категорически запрещается. Она выделяет яд при укусе, и этот случай может быть смертельным. И причем яд действует мгновенно. Куда змея укусила, появляется отек. Затем сразу же человек, может быть, и плохо ему, и сознание даже может потерять. Версий, почему змеи так активизировались за последнее время, несколько. Основные – изменения погодных условий и загрязнение лесов. Нынче пока людей не кусали, но все же врачи советуют быть осторожнее и обходить присмыкающихся стороной. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Регионы сельского хозяйства Министерства больше контролю в ТТ кежапода понда шоян заптым черти уджез. Неблагоприятный зеропогодья увья август дасет лунчань. Пермский край луаспыртом чрезвычайная ситуация режим. Моган щетный сельхозпроизводители зла оцет. Они Кудымкарский район ищмукат хозяйство из помало на не удж. И заптиса у нажик планща. Заготовка кормов идет к завершению. Силос у нас заготовлен уже. План выполнен, заготовлен на 111%, сенаж заготовлен на 122%, но немножко у нас назад тянет это сено. Не было погоды, поэтому сено заготовлено у нас в 91% пока составляет. Крестьянско-фермерские хозяйства в основном заготовили все, планы свои выполнили и перевыполнили. Просто большие хозяйства, это Кирова у нас 64% выполнения, Урал 73%, поэтому вот они, погода пока дает, будет давать, видимо, в будущем, и хозяйства должны заготовить эти корма. По району обеспеченность кормами на условную голову составляет у нас 21,5%. Ну или в целом по нормативам заготовка составляет 95%. Кудымкарский район велочище спонда чувались радита на фестиваль «Сервинские зори». Кудымкарский район школы азмелетиш экшисы школьный активлен фестиваль вылын, невежалун чулалис серван. Колем года сервинская школа актив, боштис черядлен зори вылын победа и кутис джори джезен букет.
Девиз этого фестиваля, изюминка этого фестиваля – это компермяцкий обряд Чирышлан, опоровешение. Ну, соответственно, всегда мы включаем программу, есть культурная программа, где они показывают компермяцкие песни и танцы. Но и еще одна задача, мы тоже ее считаем главной, вот именно этот фестиваль формирует тот школьный актив, который будет работать в течение будущего учебного года. Сегодня участвует 13 команд, практически все школы, кроме 2. Даже участвуют те школы, в которых как предмет не изучается компермяцкий язык, они тоже для себя что-то важное берут. Тыдны кычшогмы район исчелядлен велетны компермяцкий кывда литература и кольчин ятыды мез юрын, лашветиса маршрутной туй. Сервинские зори вылын велочище змычалиса быткоть куже мез. Компермяцкий танец из виль аспектен. Национальный костюм лиштады мез. Аслан из чужанин елищ презентация и быдыс творческая да театрализованная. Впервые во имя Будас Зореза, Сверхиньван, Белойван, Йогван, и сейчас уже 4-й раз. Каждый Зореза. Кучла счетчита. Бура! 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 Вот и... Ашну помнишь, да? Бур, что это фестиваль, когда я мечал, наверное, массово фильм комикса и ради там. Гурташетом заданию он вели лашетный фестиваль вела традиционная кухня лишоян. Компермяцкое блюдо из дегустация лоис этикан этап песколасищ. Кудымкарский район иш вела чищез. Пуиса, пожалуйся, давайся, конкурс вела берчаса. Это и кольтин шаньгаез. Пистикиш каша да вафлез. Быткоть турыныш и душица иш чай. Пикана салат, да эше уна ашамаса. Кинленуж мышогмис. Использовали то, чем богата наша природа. Мы приготовили разные напитки, используя ягоды. Вот, например, клюквенный морс или клюквенно-черничный кисель. Также мы приготовили молочный кисель. Понятно из названия, что он из молока. И украсили тем, что дает нам природа. Уже август, и природа нам дает картофель. Ну и, пожалуйста, вот наш молодой картофель и картофельные шанишки, которые приготовили наши девочки самостоятельно. Кролик под клюквенным соусом. Необычное блюдо, которое нам показалось очень понравится всем конкурсантам и не оставить никого без внимания. Очень красиво смотрится и очень вкусное блюдо. Также мы приготовили традиционное блюдо – блины, простые деревенские блины, которые можно есть не только с малиной, но и с другими добавками. И все мы взяли на нашей кувинской земле. Кувалыш и мадик школа языч активизм лашетам шоян донтас талуня жюри. Актам баллес пыраса мадик станция звилан шеттам баллезлан лыда. 4-й год уже проводит это мероприятие, и получается, что 4-й год школы и дети нас удивляют своим разнообразием приготовленных блюд, как и удивляемся, как богата наша природа, какие щедрые, какие гостеприимные люди компермяки. Этот этап конкурса тоже будет оцениваться и будет выявляться победитель этого этапа. Фестиваль помн эстафета вуджас мадик школа адына татан вилиш, кыч свадьба вылын кыюштаса джориджизан букет. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Кудымкарский районын очлан члоты на фестивалез локтан шутчан луннеза округиш олищезас сиджа вичишена вежа луннез вылын. 19 августа вся Россия празднует Яблочный Спас. И мы, конечно, не остались в стороне. Кудымкарский район подготовил и проводит праздник в селе Пишнигород. Он так и называется, Яблочный Спас. И в рамках этого праздника мы проводим концерт. К нам приезжают коллективы района. Мы проводим освещение Дема Ключа, знаменитого нашего пишнигородского. А также освещаются яблоки и все другие плоды, которыми богаты наши огороды и сады. Также у нас в дальнейшем в планах проведение праздника Ее Величества Картошка. Цель – воспеть оду нашему любимому овощу, нашей кормилице, благодаря которой наши прадеды выжили, можно сказать, в голодные годы. И поэтому впервые в крае у нас в районе проводится такой праздник.
Это пройдет 26 августа в селе Ленинск. Почему в Ленинске? Потому что именно в Ленинске у нас много хозяек таких домов, в которых высаживается по 15-20 сортов картофеля. Также пройдет 2 сентября наш уже знаменитый краевой праздник Айдарыжик, который уже знают во всем крае и далеко за пределами края. Он проводится 2 сентября в селе Верх-Юсьва. Начало праздника в 12 часов. В программе все традиционные конкурсы от сбора грибов и полюбившаяся грибовница, которую готовят тут же на кострах. Приглашаем всех принять участие в наших мероприятиях. Мы вас ждем. Яблочный спас порета на Ашин, на шогмам фруктаес и пантала на ар. Кычем того округен шогмис яблок излан урожай. Это елиш оджлань. Ну вот уродились, видите, какие нынче яблоки мелкие. Но они еще сформируются до сентября. Яблоня из локтан вежалун вылактана урожай того эшебу ос щета, кычто речь Россельхозцентрич юралиш. Яблоки из этагожима округен луаса еча. Того шагодлан погодя джугис быдмамлиш процесс. Яблони, погода была сначала дождливая, потом засуха прошла, потом снова осень дожди. И ветки, значит, они не успели сформироваться новые. Эти не сформировавшиеся побеги, они замерзли. В том числе и цветочные побеги. Погода этого года, но она не входит ни в какие рамки для садоводов. В течение лета мы не добрали огромное количество солнечной радиации. Яблоки совсем мелкие, они не успели вырасти. Фруктовый урожай боштемвала прогнозы с Михаил Хозяшев, Кера и Аслас сад черти. Плод деставощетис яблонялан быт сорт, но ашнес яблокез учаташ и шемаш. А ыктны первый яблочный урожай туяс вылищ щор аран. Они Свердловский пострадал, приземленная пострадала, персианка пострадала, поэтому Соколовская пострадала. Пока угоститься на спас яблочный-то нечем, они не созрели. В магазине купим, им яблочный спас осветим. Яблоня кустез вылынкад на тыван валисалымуфтын яблокез унажик мукадлас быть такиштамаш. Это шо специалист отцалис дорины лымыс. Локтан года урожай ветчища буржика, а того компоттез да варенью керас сыищ мы шогмис. Примета мы спас бырщань, яблокезын ыкща ашама магической вын. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Умаль погодя увя округиш пчеловод, дезвалиш пондачиса качает на мед. Кычем малыш урожай того боштына. Мед один вечката мош водитище щань. Сергеева деревня мош водитишлиш ческат ма тадана и пешлиса небыданныс. Юрий Карпов водита не кагдас год. Олана моши статан дайше как пасека вылын. На этой пасеке 50 семей находится. Еще на втором точке 50 семей находится. В общем, порядка 100 семей у меня. Ма актымын того шормиса быденныс, перво ашныс мошез, а сыща не видищез. Июльлан пом и август вежиса туя шуны быдас. Пасека вылын пондечи спижны удж. Основной медонос был малина. Это первый медонос был. Кипрей. Вот эти два особо сильных медоноса в нашей местности. Ну а также попутно сосота собирают. Весной это, конечно, ива. Мош водитишлан это пасека вылын медуджалиш макерищез. Продуктивная семья из считана 100 килограмм дома. Здесь самая сильная семья находится. В прошлом году она дала мне больше 2 фляг, это больше 100 килограмм, и я от нее накачал. Ну и в этом году 80 килограмм меда я с нее откачал уже. Кыскавны сотаец этна моши с хозяинла кыза озмешайта. Юрий Карпов водита порода карника. Это не среднерусской, когда вермаса сразу ушкачены чушкавны. Как вы видите, это запечатано полностью. Вот такой вот мед уже качаем.
Малан урожай уже того им, и это лекар повезла семья юнарад. Пчеловод Тореча мы ыктыны сотая скола шондя кыс луна. А рытан карбыда смож семья ытлан лучше не воржетны. Эт кычем бы добродушнешня эзвыла ашны споз, мошез дорена бура. Вот здесь стояли магазины, их уже сняли, откачали. Было 2 полных магазина по 16 рамок. Вот это уже мы в гнездо сейчас залезем. Посмотрим, что в гнездовых еще рамках есть. Потому что 18 рамок, столько на зиму оставлять не будем пчелам, это очень много. Вот видите, 3 килограмма меда в ней есть. Получается 18 рамок здесь у нас. В зиму я оставляю на 8 рамках, 10 рамок снимаем. И если каждая будет вот так запечатана, еще килограмм 30 мы отсюда снимем. Ыктам урожай мож водитыш пырта гортас. Это понда слен эмыш быдыс приспособление и оборудованию. А керкун пондычами догонлан медащима процесс. Отцащищез Юрий Геннадьевич лен эмыш. Мы каждый год радуемся, каждый год нам почему-то кажется, что каждый раз у нас мед другой. Лучше и лучше с каждым годом. Рамка извесычена и ощена мака чайтым понда. Керны это удав мамлан бура шогма. Вначале вот обыкновенным ножичком очищаем вот этот воск. Потом он нам пригодится, все это сын отдаст пчелкам на обработку. Каджит пуртан вундавны шир пета несечем вольката, сиен пуртес шонтана джирит ваан. Быдас этна тонкостез важные шмаки рымын. Наклоняю чуть-чуть рамочку, чтобы я забрус вот этот снимала. Она шла и падала сама. Вот так. Бура висатам рамка сотая занпырана медогонные аппарата качает ныш мед шогма неканым минута коста. Кар процесс локта помощь мож водитыщез аджина кера мужлиш результат котарта сук часкат ма. Все, продукт готов к употреблению. Сейчас он выльется через фильтр. Если есть частички воска, они останутся на фильтре. Чистый мед в ведре. Густой, вкуснейший мед, да? Самый натуральный, без всяких примесей, без всякой химии. Пожалуйста. Кычшона ротчез у хорошего пчеловода нет плохого года. Карпов везлан CGM, щекот гожима шог мискерны бурма. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. И это вылан мианталом БДС, велич панташам понедельника рытнас, БДС бурса, аджишлтадж.